Hi. Так. У нас откуда? Мишель. Мишель. Так, еще. Мистер Антон. Доктор Антон. 4 часа, у них утро. Hello. 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 Yes, nice to meet you. Nice to Мгм. meet you too. Мгм. Давай. Так, еще ждем, девочки. Еще ждем. Так. Даниэль. Сандей, да? Сандей. Даниэль. Есть. Дженси. Дженнис. Так. Еще. Мишель, Антон, Дженнис. Гостей ждем. Ребята, Олимпиада. Подождем еще олимпиадников. Сандей. Слышите, да? Они слышат. Графена Маншева. Эдгар. Эдгар. Здравствуйте, да, слышно очень хорошо. Еще раз. Аина. Через 2 минуты. Рая, Настя. Антон. Здравствуйте еще раз. Спасибо, что подключились к нашей трансляции. Меня зовут Рая Соколова. Меня зовут Лещенко Анастасия. Мы вам сегодня расскажем о проектах нашего издательства, о проекте и также о газете «Кискил» и «Юность Севера». Так как Олимпиада у нас международная, дальше мы попробуем говорить на английском языке, но вы можете задавать также свои вопросы, включить микрофон, если они возникнут. Также у нас подготовлены 2 видеоролика, на которых, собственно, мы и представим вам наш проект «Это игры» и расскажем вкратце о газете «Skill» и «Юность Севера». Hello, my name is Anastasia Lещенко. I work as a columnist for the newspaper Юность Севера. Hello, my name is Raya Sokolova. I work as a correspondent for the newspaper Юность Севера. We are glad to see you on our broadcast. We would like to warn you what they do not speak English well and apologize in advance. We would like to tell you about the project of our publishing house Kizkil Smart Games. We have created 4 board games: My Yakutia Geography Lotto, My Yakutia Historical Lotto, Yakutsk Cuisine, and Bilim Literary Lotto. Здесь как раз-таки вот мы говорим о том, что представляем от нашего издательства Kizkil игры, умные игры. Моя Якутия географическое лото, Моя Якутия историческое лото и Билим литературное лото. The purpose of this project, the
intellectual development of children and teenagers. Mind games improve analytical thinking and, like any other board games, improve relationships with family and friends. These games will contribute to the development of the cognitive interests of school children. In addition, games will allow your social circle and will be able to unite even unfamiliar people. Mind games also develop imagination, intelligence, and observation. We have prepared videos for you to learn more about our publishing house and the project. Всем привет! Мы бы хотели рассказать вам о газетах нашего издательства «Юность Севера» и «Кискилл». Начнем мы с «Юности Севера». Газета издается на русском языке с 1988 года. Основными темами у нас являются гость номера и тема номера. Мы стараемся подбирать интересных гостей и выбирать актуальные темы для наших читателей. У нас в газете «Юность Севера» есть 5 познавательных рубрик. Первая из них – это рубрика «История». В ней мы рассказываем историю России, Якутии, мира. А на данный момент мы рассказываем о истории нашего города, как он строился, потому что недавно у нас был день рождения нашего города. И вот один из материалов, посвященный как раз таки дню рождения. Следующая рубрика «Профессионал». В ней мы рассказываем о различных интересных профессиях, на которые можно отучиться в нашем городе. Рубрика «Экозаврик» посвящена экологии, животным и окружающему миру. Также у нас есть рубрика «Культура», которая посвящена культурным событиям в городе и мире. В рамках этой же рубрики мы берем интервью у различных деятелей культуры. И есть вторая рубрика «Культура», только это уже Кискилл, она посвящена конкретно культуре коренных народов Республики Саха-Якутия. Также у нас есть 5 развлекательных рубрик. Одна из них обзор, в ней мы пишем рецензии на видеоигры, кино, аниме, комиксы, также составляем топы и подборки на их же темы. Также у нас есть рубрика «Барабашка», в которой мы публикуем авторские материалы в жанре ужасы. Есть рубрика «Клякса», которая посвящена нашему оригинальному персонажу, от лица которого мы пишем рассказы и комиксы. Рубрика «Спорт», название которой говорит само за себя. В ней мы публикуем материалы, посвященные различным видам спорта. И последняя рубрика – это рубрика «Фоторепортаж». В рамках нее мы проводим различные фотосеты со школьниками и обычными людьми на абсолютно разные темы. Стрит-фэшн или сравнение моды фильма «Назад в будущее» с современной модой. Мы познакомили вас с газетой «Юность Севера». Теперь настала очередь нашей газеты «Кискилл». Она выходит на якутском языке каждую неделю, так же как «Юность Севера». Рубрики газеты «Юности Севера» и «Кискилл» в основном практически идентичны друг другу, но в газете «Кискилл» есть некоторые индивидуальные рубрики, например, рубрика «Баянай», посвященная охоте, которая является неотъемлемой частью якутского быта. Одной из интересных рубрик газеты «Кискилл» является рубрика «Рецепты», где каждый желающий может прислать свой рецепт. Также есть рубрика «Синема», где пишут о новостях кино и о кино в целом. Например, вот такой вот красивый и яркий разворот, посвященный якутскому фильму «Baby Weekend». Читайте наши газеты с удовольствием на якутском и русском языках. Спасибо за внимание. Всем привет! Сегодня мы вам покажем и расскажем Микрофон, о девочки. познавательных настольных Включите играх. микрофон. Которые были созданы нашим издательством «Кискилл». Это 4 игры на разные 4 темы. Это историческое лото, это географическое лото, это кулинарное лото, и они все 3 на русском языке, и 4-е лото на якутском языке, это литературное лото «Билим». Начнем с исторического лото «Моя Якутия». Здесь у нас на обложке Якутский острог, Осоха, пещерные рисунки и якутские всадники в якутской одежде национальной. в игру может играть от 2 до 12 игроков. Возраст 10+, но мне кажется, игра подойдет и Тем, кто младше. Главное знать историю Якутии, потому что вопросы в данном лото основаны как раз-таки на исторических событиях и каких-то важных персонах для
истории Якутии. Внутри у нас карточки с вопросами. Здесь у нас карточки также с рисунками уже и ответами на эти вопросы. Карточки из очень плотного картона. Их очень приятненько держать в руках. Картинки хорошо пропечатаны. И что тут у нас есть? У нас есть мамонт, исторические личности, есть какие-то места. Карточки с вопросами, которые заменяют бочонки, вот такие маленькие, тоже из плотного картона, и они, кстати, красиво блестят. Вот такое у нас есть интересное лото для знатоков истории Якутии. Якутии. Ну, либо для тех, кто хочет проверить свои знания в истории Якутии. А теперь мы переходим к следующему. Это кулинарное лото. Кулинарное. Оно вот такое приятненькое. Здесь мама готовит детишкам. Кёрчах. Да, мама готовит. Также его готовят. Аккуратненько. Здесь уже 8 плюс игра. То есть Да. И подойдет. также от 2 до 12 игроков. Карточки есть уже желтенького цвета, вот такого горчичного. Сова. Вот. Картон здесь, собственно, точно такой же, очень плотный, приятный. Здесь на карточках также указаны какие-то интересные факты о кухне. Да, это либо Якутии. факты о кухне, либо блюда. Ну, или, в общем, целый вопросы, связанные напрямую с кулинарией. Вот. И очень вкусные картинки. Мне нравится вот это. Ну, допустим, традиционное блюдо кочевых народов Севера слется от семьи. Ты знаешь, вот и я не знаю. А надо бы знать, где мы живем. Деликатесы же ребятин в замороженном виде рекомендуется при анемии. Строганина, по-моему, из этого. Короче, сырое мясо. Но вот этого я точно есть не стала. Что это? Так кости какие-то, внутри которых что-то. Мясо, я думаю. Ну а что внутри костях? Это этот? Что внутри костях содержится? Вот это они вареные, я бы это есть еще не стала. Караси бы, возможно, и поела, да. Оладушки. А вот это уже рыбная строганина. Оладушки. Ладушки-то хорошо, ладушки это вкусно. Вот такая игра, где вы можете проверить знания кулинарии своей. Ну, свои Узнать знания кулинарии. какие-то факты о якутской кухне. Или, возможно, блюда, которые вы захотели бы попробовать, приготовить. Испытать новые вкусовые ощущения. Но мне кажется, в такую игру не нужно садиться играть голодным. Следующее у нас будет географическое лото. Она уже такая яркая, голубенькая. Соответственно, по географии Якутии. Реки, горы, озера. Кстати, ты знал, что на одного человека в Якутии приходится одно озеро? У нас их очень много. Нет. Теперь знаешь. Что за 8 факты плюс такие? от 2 до 12 тоже человек и 8 плюс. Ну, теперь ты знаешь. А еще вроде, я могу ошибаться, но вроде территория республики настолько большая, что на каждом, а плотность населения маленькая, поэтому на каждого человека еще приходится 1 километр квадратной территории. Ну-ну. Это ты так думаешь. Вот, я же говорю, Анечка, она большая. 3,1 миллион квадратных метров. Километров. О, у меня плохое зрение, простите. У меня с географией проблемы. Зато здесь очень красивое озеро. Кстати, по краям карточек изображены якутские узоры. А это на всех карточках было? А мы что, проверим? Да, на всех. Действительно, на всех картах изображены якутские узоры. Мы очень внимательно обратили внимание только к третьей игре, и на коробках, кстати, тоже. Угу. Да, внимательно. Все, легендарные ленские столбы. Ой, а тут почему-то еще и еда есть. Индигирка, рыбка, строганинка, вкусненько. Ну, возможно, потому что индигирку ловят, рыбу и индигирки ловят в определенном месте. Какова общая площадь континентальной и островной территории Якутии? Я тут как раз где-то видела 3,1 квадратный километр. Первая карточка. Очень удобно, что если вы не знаете ответ на вопрос, вы можете посмотреть на номер и найти карточку под этим же номером и узнать Вот он, ответ. первый вопрос. Первая карточка. Ну вот. И тут у нас ответ сразу же. Очень удобно и познавательно. А на этой, кстати, в этой игре самые красивые картинки на самом деле, потому что в А мне Якутии- еда понравилась. В Якутии очень красивые виды. Смотри, сколько здесь всякой Красивые природы. виды, а еда тоже красивая. Так, и у нас финально осталось... Да. Это уже игра на якутском языке.
Все остальные у нас были на русском. Литературный уже лото Белим, фиолетовенького цвета, тоже с якутскими узорами. Здесь уже по произведениям, по жанрам. Авторы также Авторы. присутствуют. Такая классическая литературная викторина. Песики, милые песики, кустук. Здесь есть даже «Маленький принц». Одно из самых популярных произведений, по-моему, Да, тут, насколько я судя знаю. по всему, кто перевел на якутский язык «Маленького принца» в первый раз, судя по ответу. Здорово. Здесь также присутствуют якутские фильмы. Ну, конечно же, такие легендарные произведения, как «Манчара». Также без этого. Есть очень красивые прям изображения, такие яркие. Они все красивые. О, мне вот это больше всего нравится. Изображение Олонхо. Да, это всегда красиво. В принципе, материалы для всех игр одни и те же. Да, моя дикция вышла из чата, я извиняюсь. Они отличаются цветом, ну и, соответственно, содержанием. Например, в якутской кухне у нас были также какие-то факты о якутской кухне. И здесь у нас вопросы уже идут на якутском языке. Тут что-то про жанр комедии в якутской литературе. Здесь явно есть какое-то якутское стихотворение. И далее, скорее всего, поэт, нужно узнать, какой, точнее не узнать, а сказать, какой поэт его написал. И если быть читером и подглядеть, то можно узнать, кто это сделал. Данная игра, ну, соответственно, для тех, кто хочет провести знания конкретно в якутской литературе и все, что с ним связано. Вот такие вот есть игры в нашем издательстве, которые мы создали. Ну, не мы, а все наше издательство, разумеется. Поэтому надеемся, что вам понравится, и вы захотите в какую-нибудь из этих игр сыграть. Географии, истории, еды, литературы, еды, Якутии. У нее идет самое низкое возрастное ограничение 6+. И она у нас изготовлена совместно с детскими журналами «Чуранчик» и «Колокольчик», которые издаются для ребят помладше уже. Вот, игры эти вообще идеально подойдут для больших компаний, потому что все они рассчитаны от 2 до 12 человек. В них можно будет играть также на школьной перемене вместе со своими одноклассниками или дома со своей семьей. Очень. Чисто технически эти игры даже можно брать с собой в дорогу, просто не в коробочке, а аккуратненько так карточки вытащил, в рюкзачок сложил и поехал куда-нибудь на поезде, на самолете и так далее. Надеюсь, вам понравятся эти игры и вы захотите в них как-нибудь сыграть. Вот такие вот ролики мы подготовили. Well, maybe you have questions or would like to play one of the games. То есть, может быть, кто-то из вас хочет задать какой-то вопрос нам или поиграть в одну из игр. Они сейчас у нас есть здесь также. Поэтому, если есть предложение, желание, вот, мы можем открыть, задать вопросы, вы проверите также свои знания. У нас Индонезия с руководителем присутствует. Рая, Настя. Hello. Well, maybe you have questions or would like to play on the games. Geographical Lotto, Cuisine Lotto, and Historical Lotto. Якутия. Вы можете также включить микрофон и предложить, какую из игр вы бы хотели рассмотреть, может, какие вопросы хотели бы, чтобы мы вам задали. Также, может, мы сами выберем игру, если кто-то стесняется. Есть?
Есть какие-нибудь варианты? Well, when we will cruise the game ourselves. Geography вот он. О, он не открывается. Здесь, как мы уже ранее показали, присутствуют карточки с картинками и также карточки с вопросами. Так, что ж, я тогда тяну. Самый маленький город Якутии. У меня вышел вопрос, это у нас the small city in Якутия. Может, кто-то хочет ответить на данный вопрос? Вы можете также включить камеру или микрофон, или как вам удобно, чтобы... Ты знаешь ответ на этот вопрос? Смелее, коллеги. Тут у нас помимо наших гостей присутствуют ЮНКОР наши, руководители ЮНКОР постов. Может, они подключатся. И попросите девочки для общего фотографирования, чтобы открыли, ну, для общего фотографирования, вот фейс. Сейчас идет фотографирование. Please connect cameras for general photo. Да. Все, кто понимает на русском. Здравствуйте. Пожалуйста, включите свои камеры, чтобы мы могли сделать общую фотографию. Спасибо. Thank you. Thank you. Так, ну вот гостей попросите, они не совсем понимают, сидят, видимо. Да? Хонор, Антон, Please connect cameras for general photo. Денис, Please. Мишель. Эдгар, Эдгар. Дэниел. Андрей. Ну, возможно, наши подключатся для участия, да? Наши юнкоры попробуют. Даниэль. Слышите, да, нас? Сказывались. Джули. Спросите, девочка, откуда они присоединились к нам? Настя. Кто у нас? Кто с нами есть на связи? Коллеги, с вами работают Раиса Соколова и Анастасия Лещенко. Это корреспонденты газеты «Юность Севера». Девочки, они, ну, как бы сами владеют little. Чуть-чуть. Понимаем, говорим. Where everyone from? Эдгар, Дэниел. Можно по чату вопросы. Добрый день. Меня зовут Дарья Горовна. Я из Тайкинского ВУЗа, руководитель Юнкоровского поста. Но по вопросу, да, по географии, там самый маленький город
Ну, я помню, что 13 городов у нас в республике. Из них самым маленьким городом, по-моему, Нерюнгри, да? Нет, у нас тут указан город поменьше. Еще поменьше. Да, Анастасия сказала Вилюйск. Вилюйск, вот по названию очень похоже. В чате есть один ответ. Верхоянск — это правильный ответ. Да. Здесь у нас получается на картинке, вы можете увидеть. Под номером 5, вот он, знак Верхоянска. Угу. Можем продолжить, и следующий вопрос у нас задаст Анастасия уже. Итак, следующий вопрос. Назовите второй по величине город Якутии. Name the second largest city in Yakutia. Есть варианты? У нас не так много городов. Повторите-ка вопрос. Назовите второй по величине город Якутии. Мирный, может? Нет, Там не есть Мирный. рисунок, да? Кто-то на IT-парк Нерюнгри только что написали в чате. И это правильный ответ. Вот он, кстати, город Нерюнгри изображен на самой игре. Очень красивый город. Так, я тогда вытягиваю карточку. В каких 3 климатических поясах расположена Якутия? In that 3 climatic zone on Yakutia located. Тундра, тайга и Так, 11-я карточка. тундра, тайга. Это получается именно климатические пояса. В каких климатических поясах? Их 3. Да. Самые холодные климатические пояса. Да, именно они. У кого-нибудь есть, может, варианты? Very, very cold climatic zones. Скажите сами, девочки. Да, это арктический, субарктический и умеренный. Arctic, пояса. subarctic and temperate. Окей, 9-й вопрос. В какое море впадает река Лена? Where does the Lena River flow into? Лаптева. Да. Hello, Genius. Yes, but we do not speak English well. No. Итак, если приступить к следующему вопросу, last questions. Самая северная материковая точка Якутии. The northernmost mainland point of Yakutia, Cape Norris. Самая северная материковая точка Якутии. У нас 14. Мыс Челюскин, что ли, это было? Нет. The northernmost mainland point of Yakutia. Скажите гостям, чтобы не слушать нас хорошо. Мыс Нордик, Кейп Нордик. Угу. В чате тоже есть вопрос на английском. Пожалуйста. Мы уже ответили, да. Ответили они уже. Крайняя южная точка Якутии. The extreme southern point of Yakutia.
У кого есть какие предположения? Если вы стесняетесь говорить в микрофон, может, то у нас есть чат, который мы тоже проверяем, и ответы можно писать также туда. Становой хребет. Yes. Да, да, становой хребет. Дальше у нас вопрос: How many cities in the Republic of Sakha, Якутия? Сколько городов в Республике Саха-Якутия? 12. Почти. Да. Чуть-чуть больше. Чуть-чуть совсем. У нас насчитывается в Якутии 13 городов. 13 cities. 13 cities. Yeah. Самый крупный приток реки Лена. The largest tributary of the Lena River. Алда. Еще раз? Алдан. Алда. Алдан? Да, yes, Алдан. Говорите на английском еще раз ответы. Алдан River. Дальше у нас назовите самую высокую точку Якутии. What is the highest point of Yakutia? Это у нас высокая точка Якутии, да? Да, получается самая высокая. Победа? Пик Победы. Да, это правильный ответ. У нас получается Mount Victory. How many lakes are there in Якутия? Сколько примерно озер насчитывается в Якутии? Озер у нас примерно 500 тысяч. Нет, немного меньше. Ой, то есть больше. Тогда 600 тысяч. Почти. $800 тысяч. Да, это у нас правильный ответ. Получается more than 800 tons. Следующий вопрос у нас получается. Назовите самое глубокое озеро в Якутии. What is the deepest lake in Yakutia? Моготово. Есть Большой Токо. Так, нет. Да? Самое глубокое, получается, озеро в Якутии. Повторите, пожалуйста, ваш ответ. Возможно, не услышали. Большой Токо. Да, да, верно. Лейк Улахан Токо. Следующий вопрос. Last questions. What is the number of rivers and streams in Якутия? Какое количество рек и речек насчитывается в Якутии? Рек у нас, сколько у нас рек-то было? Много. Тоже много.
Можете ли повторить вопрос? Повтори вопрос на английском, пожалуйста. What is the number of rivers and streams in Yakutia? What is the number of rivers in Yakutia? Чуть меньше 700 тысяч, Yeah? да? More than 700,000. Итак, last questions. Yakut fish dish names after the beautiful northern river. Якутское блюдо из рыбы, названное в честь красивой северной реки. Индигирка. Да, это правильный ответ. Если кто-то мог заметить, в видео также присутствовало это название. Name the capital of the Republic of Sakha-Якутия. Назовите столицу Республики Саха. Что? Назовите столицу Республики Саха. Name the capital of the Republic of Sakha. Это очень простой вопрос. Якутск-Сити. Якутск-Сити. Last questions. Какими морями омывается территория Якутии? What is the territory of Yakutia washed by? Море Лаптевых. Залаптевские. Еще. Восточно-Сибирская. Да. Получается море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. The Laptev Sea and the East Siberian Sea. И последний вопрос в этой игре, и мы перейдем к другой. What regions does Yakutia border on in the south? This is last question in Geography Lotto. What regions does Yakutia border on in the south? С какими регионами граничит Якутия на юге? Так, Охотск. Регионами. Регион, дальневосточный регион. Там дальневосточный регион. Области, республики, с которыми мы граничим, их всего две. Two regions. Дальний Восток, кто-то написал? Нет. Магадан, Краснодарск. Не Дальний Восток, не Магадан, нет. Иркутск? Нет. Красноярск, Магадан. Нужно назвать именно области, которые граничат, да, то есть скорее обобщить. Две области всего. Two regions. У нас тут Иркутская Наталья область. Егоровна у нас активные самые, да? И еще есть варианты, или мы назовем правильный ответ? Амурская область. Кто-то ответил Амурская область. Это правильно, нужна еще одна область. Их две получается. Амурская область и... Амур region and one, two. Еще один. Да, кто-то начинал говорить область. Еще одну. Хабаровск? Нет. Да, здесь у нас ответили в чате, что это Читинская область. И это правильный ответ. Читинская and Amur regions. Вам понравилась одна из игр, которая была создана в нашем издательстве?
У нас еще есть и историческая, и кулинария, но по времени мы вряд ли успеем. Но как впечатление от вопросов, игры? По видео, возможно, эта реакция. Did you like the games? How impressions? Можно отвечать также на русском языке. Девочка, спросите наших гостей, где они побывали. Вот некоторые уже участвуют несколько лет подряд. Это Индонезия, Таиланд. Значит, откуда еще у нас сегодня есть? Московская область. Московская область, да. Постоянные участники есть, и они раньше, когда до пандемии, везде побывали. И на Ленинских столбах были, и они кухню хорошо знают, нашу якутскую. Okay, what countries have you visited? You can answer in chat of using the microphone, maybe. Рыбу любят, да, наши гости очень. Есть участники из Калужской области, города Обнинска, Данил. Если кто-то хочет рассказать о том, где он как-то путешествовал или поделиться с тем, как проходит трансляция, вы можете либо это в чате сделать, либо включить микрофон, но если по одному, пожалуйста. Есть желающие? What Disney do you like the most? Maybe. Анастасия, у меня два предложения. Вот этот уникальный проект, который является одним из инициаторов выхода настольных игр детских, вы можете выкупить у нас в редакции или в детском издательстве. Они стоят всего ничего. В виде подарков, да, обычно покупают всем классам, учащимся, и очень хорошо помогает, да, и очень хорошо помогает учителям истории, географии, учителям якутского языка и литературы. Они стоят, одно лото стоит 750 рублей, и в виде подарков можно комплектом выкупить. Комплект стоит 3000 рублей. И во-вторых, у нас началась подписная кампания на 2021 год, на первое полугодие. Да? Как нам рассказали девочки, журналисты, у нас все на 4 издания идет сейчас подписная кампания, и очень хорошо было бы подписаться на наши издания «Кескиль» и «Юность Севера». Jensen, thank you. In our editor office of publishing house, you can buy these games as a gift, for example, on all the free games. You can also subscribe to publishing house Keskil and Юность Севера. Our time is coming to
how do you broadcast? You can answer in the all using the microphone. Наше время уже подходит к концу. И если у вас есть еще какие-то вопросы, пожелания, мы с удовольствием их выслушаем. Наталья Егоровна, может, скажет, да? Наши юнкор-посты. Скажите. А есть, оказывается, вот мне как бы подсказывает, да, ребята, самый юный участник Олимпиады есть, да, у нас. Это Ахмад Закая, самый юный участник Олимпиады. Скажите, девочки. Приветствуем его. Ахмад Закая, самый юный участник Олимпиады. The youngest. This is Junior. broadcast is the youngest participant Ahmad Закая. Ахмад Закая. Мы его приветствуем. От имени детского издательства. Пригласите в следующий год на очную Олимпиаду. We invited you next year to the Olympiad, maybe. Приглашаем всех, да? Очень. Да, будем очень рады. Felicia, you can buy these games and publishing house Kiskill. Да. Ну вот, девочки наши своими силами вышли без переводчика, поэтому, может быть, сложности были. Ну, это я рассказываю своим друзьям, руководителям Юнкор-поста. Но мы уже будем дальше такие вести. Да, Настя, Рая? Спасибо. У них Спасибо первый большое. это выход. Молодцы, спасибо большое. И можно уже завершать. Вот их руководитель, доктор Антон Вардая. Антон. Hi, Антон. У него отключенный. Он хочет говорить. Включил. Yeah. Hi, Антон. Hi, Антон. Yes, nice to meet you. Nice to meet you too. Можно завершать. Ага, Следующая мастерская начинается. Хорошо, спасибо всем, кто был на трансляции. И также, if there are no questions, then we end the broadcast. Thank you, everyone. See you soon. Спросите, может, кто скажет, девочки? Не спрашивали. Потому что некоторые только подключаются, видите, но там... Ну, у нас уже время подошло к концу. Мастер-класс уже начинается следующий. Ага, следующая мастерская будет сейчас. Ага, следующая мастерская. Thank you, see you soon. Bye. Bye. Ready.
Общее фотографирование было, да? Ой, даже не знаю. Не сделали, да? Ага, ну, вот это попросила Людмила, она фотала или нет? Нет, Еще надо раз, было может, всех попросить открыть и еще раз сфотографировать. давайте-ка попросим девочки, кто есть. Уже Тахсан Пусть Баракал. открывают или они ушли, вышли. Попробуйте Уже еще раз. вышли. Вышли, да? Мы просили на русском и на английском, но они несколько раз они не открывали. Ну, Несколько фотографий я сделала. сколько Мгм. они, да? Спасибо, девушки. Сардана Егоровна. Мгм. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Bye-bye. Thank you. Ольга Ивановна, спасибо. До свидания. Мгм. До свидания.